Ассаляму рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, проведем сегодня урок. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри вахлил уqдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфа'на бима алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. После этого у нас, иншаллах, сегодня урок, вторник, в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы им говорили вторник, рассказывали из книги «Недуги сердца», как бороться с роскошеством, теперь у нас тема сегодня. Да, богатство, оно не запрещенное, как мы сказали изначально. Но однако в каждой вещи есть, как говорится, да, предел, и также есть справедливость, адль. И когда человек зарабатывает это богатство, Аллах не запрещает богатство, однако Аллах запрещает, чтобы мы поклонялись богатствам этого мира. Аллах запрещает, будь это богатство, допустим, мода, деньги, власть разных видов. То есть Аллах запрещает пристрастно относиться к мирским благам. Это имеется в виду, что запрещено роскошество. И как тут говорит нам автор, как бороться с роскошеством, лечить этот недуг можно разными способами. Ниже упомянуты некоторые из них. Читай нам, Ахмад. Слышишь? Не слышно, да? Первое тогда избавление от слабости и приучение к полезному. Первое избавление от слабости и приучение к полезному. Анас бин Малик передает хадис посланника, саллаллаху саллям. Говорил он: «О Аллах, поистине я прошу у тебя защиты от слабости, лени, малодушия и старческой дряхлости». Хадис Бухари, Муслим передается. То есть посланник, саллаллаху саллям, прибегает к Аллаху за защитой. От чего? Он просит у Аллаха: я прошу у тебя защиты от слабости. Поэтому мусульманин должен стараться постоянно быть каким? Сильным. Не слабым, а сильным. От лени. То есть лень что делает нас? Если человек, баракаллаху фикум, будет ленивый, он будет в поклонении каким образом? Будет он как лицемер, если он будет ленивый. Малодушие, то есть малодушие, пугаться всего, слабой душой и старческой дряхлости. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, прибегал к Аллаху, и Аллах его забрал 63 года. Как говорится, самый рассвет силы, 63 года. Аллах его забрал в то время. Слабость – это неспособность сделать что-то. Слабость. А лень – это отказ от действия при способности совершить его. Он может его сделать, как мунафики, как Аллах в Коране сказал, они встают на намаз, будучи ленивыми, когда встают на намаз. Юрауна наса, также сказано, они показывают людям, когда они среди людей, они бывают активны. Но когда они сами по себе, не делают они ни тахаджуд намаз, ни сунна намаз, ни духа намаз, не хотят они делать, ленивые они. Эти намазы он приобретает намазом, поклонением много наград. Постепенно поднимается в степенях. Дальше, не видел я у людей, сказал ученый, порока, подобного пороку тех, кто совершенным может быть. И тут был в хадисе сказано: Аллахумма инни ауду бика мин аль-аджзи валь-касали валь-джубни валь-харами. Сказано в хадисе дуа, саллаллаху алейхи ва саллям, посланника, который мы только что вам перевели его в хадисе Бухари, Муслима. Так, дальше. Человек приучает себя к труду
будь то работа, домашние дела или что-то иное. Если человек, допустим, в неделю один раз дома, если не делает уборку, допустим, да, что он будет? Он будет лентяем. Лентяем будет. Каждый раз, если не убирать за собой, кем будет этот человек? Будет лентяем. И сегодня привыкли, даже женщины привыкли, баракаллаху фикум, стиралка есть, альхамдулилля. Мы не говорим, что плохо стиралка. Раньше женщины, знаете, воду приносили, грели эту воду, нагревали воду, потом стирали руками одежду. И то они успевали. Стиралка сегодня просто нажать, стирать очень лень бывает. Некоторым женщинам. Кушать, готовить. Сегодня столько возможностей. Раньше женщина, то есть Фатима, дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пожаловалась пророку, саллаллаху алейхи вассалям, на мозоли, что она не успевает готовить для своего мужа. Она должна быть и готова для мужа, и готовить дома. А муж занимается газаватами другими делами, то есть наружными делами, не внутренними, не домашними делами. Его жена Фатима, дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хотела помощницу, рабыньку или раба в доме. И он сказал, тебе поможет, сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, такие слова. Субханаллах, альхамдулиллах, ва ла иляха илляллах, валлаху акбар. Когда ты молишь, то есть размельчиваешь семена, тогда, когда ты размельчиваешь, что делай? Делай зикр, поминание Аллаха, и Аллах тебе поможет. Облегченно тебе будет твоя работа. Сегодня женщины, что? Молят, как мельницы, да? Раньше двумя камнями размалывали именно семена пшеницы, допустим, или других семян. Баракаллаху фикум. Что они делали, получается? Готовили огонь, готовили еду, преподносили эту еду своему мужу. Сегодня плита готовая у тебя дома, мука готовая, еда готовая, продукт готовый. От него делать продукта, делать лень бывает многим женщинам. Лень бывает многим женщинам, баракаллаху фикум. И потом они ссылаются, эти женщины. В исламе же сказано, да, мнение Шафи, мазаби сказано, и других мазабах сказано, мнение есть это. И эти мнения практикуются соответственно адатам, обычаям обычно. Обычаям. Если, допустим, в какой-то стране положено, чтобы муж готовил, будут готовить, да, мужья будут готовить. Но если, соответственно, в этой стране женщины готовят и ухаживают за домом, обычно внутри, тогда женщина это делает. А наши сестры ссылаются на определенное мнение, оставляя другое. А тут обычно ученые говорят, смотрите, ада, аль-урф называется, обычаи, как у них положено там, баракаллаху фикум. Теперь, это лень со стороны мужчин или женщин. Я не говорю мужчинам лежать дома. Мужчины тоже должны работать. Или работать над своим иманом, получать знания. А жена, если помогает ему, готовит для него, он тоже получает знания, распространяет знания. И таким методом приносит он ризк домой. Ризк бывает приходит, как посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, подошел один сподвижник. Хадис посланника, саллаллаху алейхи вассалям, приводится, история это была. Один пожаловался, он занимался профессией, то есть занимался как плотник и тому подобное. Я, Расулуллах, я обеспечиваю своего брата, его семью и свою семью. А мой брат не работает. Посланник ему сказал, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах дает тебе, твоей семье, и также через твоих рук Аллах дает вам пропитание, также этой семье, твоему брату, потому что он требует знания у посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Требование знания, если ты обеспечиваешь тех людей, кто то есть приобретает шариатские знания, знай, что Аллах тебе увеличивает ризк из-за этого. Посланник Аллаха ему ответил, причины приобретения риска обеспечивать требующих знаний. Так дальше, человек приучает себя к труду, будь то работа, домашние дела или что-то иное. Аль-Асвад передает, я спросил Аишу, радиаллаху анха, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал в своем доме. Она ответила, помогал своим домашним их работе. То есть помогал, это что понятно в хадисе?
посланник, саллаллаху саллям, сам он делал или жена дома спала? Как некоторые говорят, что обычно в исламе женщина должна всего лишь рожать и кормить. Некоторые мнения, да, ученых. Тут сама жена его, Аиша, приводит, сама она работала, и также пророк, саллаллаху саллям, помогал. То есть бригадир, или скажем, или каменщик, кладет он камень, кирпич он кладет, а помощник подает. Помощник что делает? Подает. Это называется помогал, подает он. Пророк, саллаллаху саллям, помогал Аише, радiyallahu анха. Тогда, когда она не успевала всеми этими работами домашними, пророк, саллаллаху саллям, помогал. Но во время намаза пророк, саллаллаху саллям, уходил. Куда он уходил? Уходил посланник, саллаллаху саллям, на намаз, оставляя работу и своих домочадцев. Потому что Аиша не справляла, он помогал. Во время намаза уходил он. После урока, инша Аллах, ответы. Кто-то поднимает руки. И очень хорошо, если девочка учится мыть посуду, научи своих дочерей кушать, готовить, убирать дома, посуду чистить. Также своих детей и остальных посуду чистить, мыть и убирать в доме. А мальчика нужно учить собирать урожай, ухаживать за домом, мыть машину, покупать необходимые вещи для дома, на рынке и так далее. Это мальчиков должно учить. Почему? Мальчики приносят девочкам домой. Вот роль разделили. Домашняя роль для женщин непосредственно дома, внутри. А снаружи это мужская роль. Тогда не будет проблем в семьях, баракаллаху фикум. А если мужчина, допустим, больной он, болеет он, не может он работать, это получается инвалид может быть. У него может быть нет рук, или не может он поднимать тяжелое, или не может он стоять, допустим. Разные бывают инвалиды. Или зрение у него проблема, инвалид называется. Раньше, когда здоровый был, он работал, альхамдулилля, а теперь, будучи инвалидом, жена ему помогает, то есть ухаживает за ним. Дальше, очень хорошо, если девочка учится мыть посуду, мы сказали. А мальчики что, должны постоянно футбол гонять? Нет, валлахи. Мальчики что, постоянно должны гулять? Нет, валлахи. Мальчики пусть учатся другим делам. Их нужно приготовить к семейной жизни. Дальше второе теперь. Равнодушие к мирским благам и умеренность в пользовании ими. Это один из важнейших способов борьбы с роскошеством. Человеку следует обращаться к Аллаху с мольбами за себя и членов своей семьи. Как я вчера делал да'ва, то есть урок делал, воспитание детей, только на своем родном языке. Если мы будем слишком хвалить своих детей, если слишком хвалить ребенка, или старшего человека, или жену, или мужа, допустим, иногда у него приходит, если высокомерие, обольщенность, самолюбие, будь осторожен, не хвали его. Будь осторожен, не губи его. Не надо тогда хвалить. Если ты его хвалишь, и у него высокомерие, обольщение, самолюбие появляется, не губи его. Тогда у него появляется большой грех. Тогда нет. Таким образом, не хвали его. Метод другой найди. Хвалой, если ты похвалил человека, он должен быть лучше. Как в книге «Фикку тарбиятуль ауляди» говорит шейх Мустафа Адави, и оно должно быть что? Это человек, женщина, мужчина, ребенок. Он должен лучше быть, прогрессироваться лучше и лучше. Об этом имеется в виду, когда ты хвалишь. Дальше. Тут говорится вопросы после урока. Один из важнейших способов борьбы с роскошеством человеку следует обращаться к Аллаху с мольбами за себя и членов своей семьи, дабы Аллах помог им оставаться равнодушными к мирским благам. Мы должны зарабатывать, да, в руках только должно быть эти блага, но не в сердце. Но не в сердце, баракаллаху фикум. Ради страстей этого блага, то есть мы не должны себя губить. Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «О Аллах, сделай удел семейства Мухаммада достаточным». Хадис Муслима. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил таким образом: «О Аллах, сделай удел», риск имеется в виду, семейства Мухаммада достаточным. Не слишком богатым, а как мискин.
Если бы каждый из нас задумался о сущности этого мира, он понял бы, что на самом деле этот мир ничтожен и не стоит усилий столько, которые прикладывают ради него, и он не стоит того, чтобы гнаться за ним этим миром. Джабир передает бин Абдуллах, да будет доволен Аллах, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, увидел дохлого козленка, с чего маленькими, то есть очень маленькими ушами, маленького козленка. Коснулся его, взявшись за его ухо, и спросил он сподвижников: кто из вас хочет купить это за дирхам? Дирхам — это серебряная монета. Люди сказали: мы не хотим покупать его ни за какие деньги. Да и что нам с ним делать, он сказал. Хотите ли вы, чтобы он достался вам просто так, сказал посланник, саллаллаху саллям. Люди сказали: клянемся Аллахом, даже если бы он был жив, мы не пожелали бы взять его из-за его ушей. Так что же говорить о дохлом козле? Тогда пророк, саллаллаху саллям, сказал: клянусь Аллахом, что мир этот еще ничтожнее для Аллаха, чем этот козленок для вас. Хадис Муслим передал. Сахл бин Са'д передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал: если бы мир этот стоил у Аллаха хотя бы комаринного крыла, он не дал бы из него неверующему и глотка воды. Хадис Тирмизи передал. То есть для Аллаха этот мир ничтожный. Однако в этом мире есть права. Называется права людей. И так дальше это по шариату все раскладывается. Эта жизнь не стоит того, чтобы радоваться ее блаженству или печалиться из-за этого мира, из-за упущенных в ней наслаждений. Некоторые говорят, что я упустил свое детство. Нет, ты учился ради Аллаха. Ты не отпустил свое детство. Наоборот, ты был из тех, в хадисе посланника, саллаллаху алейхи, сказано: 7 людей будут в судный день, тогда, когда не будет тени. Будет только тень Аллаха, тень трона Аллаха. Кто будет? Будет 7 людей, из них один шабун наша аля таатилля. Молодой парень, который рос в подчинении, покорности Аллаху. Ты требовал знаний, ты поклонялся, ты распространял знания, ты служил этим знаниям ислама, ты помогал знаниям ислама для распространения этих знаний ислама. И этот человек, который посвятил себя, будучи молодым, что будет с ним? Под троном Аллаха тогда, когда не будет 50 тысяч лет не будет тени. Итак, эта жизнь не стоит того, чтобы радоваться ее блаженству или печалиться из-за упущенных в ней наслаждений. Имама Ахмада как-то спросили о человеке, имеющем 1000 динаров, золотых денег. Может ли он быть равнодушным к мирским благам? Он ответил: да, при условии, что он не будет радоваться. Если эта сумма увеличится, субханаллах, если сумма увеличится, он не будет радоваться. И не будет печалиться, если она уменьшится, эта сумма. Повторяю. Да, сказал имам Ахмад. Смотрите, его спросили о человеке, имеющем 1000 динаров, золотых денег. 4,5 где-то грамма золота, 1000. То есть 1 динара. И умножьте на 1000 теперь. И он говорит ему: может ли он быть равнодушным к мирским благам? Он ответил: да, при условии, что он не будет радоваться. Если эта сумма увеличится, и не будет печалиться, если она уменьшится. Мадараджи Саликини, Ибн Кайма книги приводятся эти слова Ахмада. Михсан аль-Ансари передает, что посланник, саллаллаху алейхи, сказал: кто проснулся утром в безопасности, здоровым и имея дневное пропитание на день, тот как будто владеет всем этим миром, сказал посланник, саллаллаху алейхи, на хадисе Тирмизи. Человек должен проявлять щедрость в отношении мирских благ, отдавая нуждающимся расходы на поддержку родственных связей, подавая милостыню, относясь к своему имуществу так, будто оно принадлежит не ему, а людям. Если он так, конечно, маша Аллах. Третье теперь. Человек должен смотреть на тех, чье положение в этом мире ниже его собственного, а не выше. Человек должен смотреть на тех людей в этом мире, чье положение в этом мире ниже его собственного, а не выше. Это необходимо для того, чтобы человек ценил милости, которыми Аллах одарил его, и не тянулся к украшению мира этого, которое есть у людей, утопающих в роскоши. Четвертое теперь.
ограничений, мечтаний и стремлений. А Абдулла бин Умар говорит, ради Аллаху анхума, передает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял меня за плечи и сказал: будь в этом мире словно чужестранец или человек, идущий мимо. То есть прошел через дорогу. Таким образом, будь, он сказал ему. А сам Ибн Умар говорил, что ты должен, то есть, если ты дожил, он говорил, до вечера, то не надейся дожить до утра. А если дожил до утра, не надейся дожить до вечера. И бери от здоровья то, что пригодится тебе, когда придет болезнь. И бери от жизни своей то, что пригодится тебе для смерти. Хадис перевел нам имам Бухари, привел в своем сборнике. Хафс ибн Сулейман приводит нам, ради Аллаху, или рахматуллах алейхи, передает, что один человек пошел к нему, Абу Зарру, имеется в виду. Один человек зашел Абу Зарру и посмотрел по сторонам у Абу Зарра, сподвижник Абу Зарр. Посмотрел он по сторонам и сказал Абу Зарру: о Абу Зарр, где же ваши вещи? Он спросил. Он ответил: у нас есть дом, он сказал, в котором мы отправляем наши хорошие вещи. Тот человек сказал: но ведь тебе необходимы вещи, пока ты находишься здесь, в этом дунья. Он сказал ответ: хозяин дома не оставляет нас в нем, он сказал. Хозяин дома, хозяин этого мира, нас не оставляет в нем вечно жить, в этом мире. Шу'абуль Иман, книга приводится. Также однажды люди зашли к одному праведному человеку и, окинув взглядом его дом, сказали: твой дом похож на дом человека, который собрался уезжать. Как путник живет он. Он сказал ответ: я не уеду, но буду изгнан внезапно. Джами аль-Улуми книги приводится. То есть изгнан, твою душу заберут внезапно, тебя не будут спрашивать. Внезапно тебя выселяют, представляешь? Тебе зашли, тебя забирают, насильно тебя не спрашивают. Забирают, и только у тебя белая твоя одежда. Внезапно тебя забирают. И это останется все за тобой. Любого из нас не спросят покинуть этот мир. Не будут спрашивать нас: ты хочешь покинуть этот мир или нет? А изгоняют из него этого мира. Он покинет этот мир одно мгновение. И душа его покинет тело, не спрашивая разрешения. И немедля. И никому из нас не будет предоставлена отсрочка. И не будет дано время, чтобы приготовиться к последнему путешествию. Так что нужно готовиться быть любое время, как говорится, на чемоданах. Путешествие загробная жизнь. Поэтому мы объясняем каждую пятницу братьям, которые приходят сюда, и сестрам. Пятое теперь. Знакомство жизни, описание праведных и равнодушных к мирским благам людей. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. Или другие пророки, как они были равнодушны к этому миру. Пророк Нух, алейхиссалям, не имел дома на этом земле. Не имел он дома, баракаллаху фикум. Однако он готовился постоянно, делал дават он 950 лет. Он делал только призыв, Нух, алейхиссалям. Читающий жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, обнаруживает беспримерное равнодушие к мирским благам и умеренность в пользовании ими, побуждающий следовать его примеру. Анас бин Малик передает, ради Аллаху, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он служил и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Анас бин Малик, никогда не ел за обеденным столом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, представляете? То есть, как сегодня мы тратим столько времени на эти столы, на эти, как еду, допустим. Часами люди готовятся, чтобы сесть и покушать, которая проходится, то есть уходит на еду 10, 15, 20 минут. Некоторые часами тратят на это. Итак, пророк никогда не ел и за обеденным столом, он сказал, Анас бин Малик, до самой смерти. И он никогда не ел нежный белый хлеб до самой смерти. Саллаллаху алейхи ва саллям. В хадисе Бухари приводится. Абу Хазим передает. Я спросил Сахл бин Са'да, ради Аллаху анху, ел ли посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хлеб из очищенной белой муки? Он ответил, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не видел белого хлеба с тех пор, как Аллах послал его к людям, и до тех пор, пока он не забрал его из этого мира. Ла иляха илляллах. Какой был он терпеливый. Я спросил
а был ли у вас во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи сита? Он ответил, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи не видел сита с тех пор, как Аллах послал его к людям, и до тех пор, пока он не забрал его из этого мира. Я спросил, как же вы ели ячмень, не просеивая муку через сито? Сито, не просеивая его ели? Говорит. Он ответил, мы мололи его, дули на него, и что улетало, то улетало. А из остального мы замешивали тесто и пекли хлеб, после чего ели его. Хадис Бухари передается. Абу Бурайда передает, что Аиша радиллаху анха показала нам одежду изар из грубой ткани пророка, саллаллаху алейхи, и сказала она, когда пророк, саллаллаху алейхи, умер, на нем была эта одежда. Хадис Бухари. Грубая одежда. Многие сподвижники, их последователи показали нам великолепные примеры равнодушия к мирским благам, отказа от роскоши и бесполезных развлечений и удовольствий. Мус'аб бин Умайр, радиллаху анху, слыл, то есть одним из самых роскошествующих курайшитов был. Он каким он был? Из богатой семьи. Он был из роскошествующих курайшитов. И ни у кого не было такой одежды, таких благовоний, как у него Мус'аб бин Умайр. Но однажды он оставил свою роскошную жизнь и присоединился к людям, которые были равнодушны к мирским благам. И когда он умер, люди не смогли найти для него в качестве савана ничего, кроме единственного плаща. И то короткое не могли закрыть. Или если голову закрывают, ноги видно. Если ноги закрыты, голову видно. Когда они покрывали им его головой, открывались ноги, а когда они покрывали ноги, оставалась открыта голова. Умар бин Абдул-Азиз говорит, Умар бин Абдул-Азиз, это амьядское государство, то есть правитель амьядского государства, также подал людям прекрасный пример. Он был из-за табиинов. И так прекрасный пример он, переходя от роскоши и изнеженности к скромной жизни и равнодушию к мирским благам. Хаджадж ас-Сауаф говорит, рассказывал, Умар бин Абдул-Азиз, будучи правителем Медины, велел мне купить для него ткань. Я купил для него разных тканей, и среди них были ткань за 400 дирхамов. Ему сшили из нее рубаху, и он провел по ней рукой и сказал, какая грубая и толстая ткань. А потом он велел купить ее, то есть ему ткань, уже будучи халифом. И для него купили ткань за 14. Раньше он был богатый, покупал за сколько, мы сказали, баракаллаху фикум, 400 дирхамов. А когда стал управлять правителем, мусульман стал, знаете, такие не бывают ворами правительства. Они скромно одеваются. Они 14 дирхамов он платил в то время. 14 дирхамов, когда стал правителем. А когда был простым, как говорится, простым гражданином, он мог себе позволить за 400 купить дирхамов серебряных монет. А когда стал правителем, за 14. И он провел по ней рукой и сказал, пречист Аллах, он сказал, какая мягкая и тонкая. В Табакате приводится это его история, то есть его описание там рассказывается. Абдулла, сын Умара бин Абдул-Азиза, приводит, пришел к своему отцу, когда тот уже был халифом. Я попросил дать ему одежду, сказал, о отец, дай мне что-нибудь из одежды. Он ответил, иди к Хияру ибн Рияху аль-Басри, у него есть одежда, принадлежащая мне, возьми из нее что захочешь. Он пошел к Аль-Хияру ибн Рияху и сказал, я попросил отца дать мне что-нибудь из одежды, он послал меня к тебе, сказал, Аль-Хияр ибн Рияха есть одежда, принадлежащая мне. Тот сказал, повелитель верующий сказал правду. И он принес ему плотную, длинную одежду, или же плотную красную с полосками, из грубоватой ткани. И это была скромная одежда. Он сказал, вот эта одежда, хранящая у меня, принадлежит повелителю верующего. Возьми что-то из нее. Тогда Абдулла вернулся к своему отцу, Умар бин Абдул-Азизу, и сказал, о отец, я попросил тебя дать мне что-нибудь из одежды, и ты послал меня Аль-Хияра ибн Рияху. И он показал мне одежду, которая не подобна моей одежде, и одежде людей из моего окружения. И он сказал, видите, не мое окружение, то есть модную хочет. И он сказал, из того, что есть у этого человека, нам принадлежит только эта одежда, он сказал.
Тогда Абдулла бин Умар уже собрался уйти, и когда он был уже перед собой, то есть самой дверью, Умар окликнул его и сказал: если хочешь, я выдам тебе 100 дирхамов из твоего, из чего? Из твоего содержания раньше положенного. И он ответил: да, отец, он сказал. И он занял ему 100 дирхамов, долг взял 100 дирхамов из его содержания. И когда пришло время ему получать свое содержание, из него вышли ему сумму. Тариху Димашк, история Дамаска рассказывают в книге. Умар бин Абдул-Азиз также достиг высот в своем равнодушии к мирским благам. Малик бин Динар, да помилует его Аллах, сказал: вот люди говорят, что Малик бин Динар равнодушен к мирским благам. По отношению равнодушным к мирским благам Умар бин Абдул-Азиз, мир этот сам пришел к нему. Мир кому пришел? Умар бин Абдул-Азизу. Он убегал, за ним пришел мир. Но он отказался от этого мира. Абдулла бин Ахмад приводит в книге Сунни. 6 теперь. Отказ от наслаждений, которое доступно человеку. Анас аль-Джухани приводит от своего отца, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто отказался от дорогой одежды, имея, слушайте внимательно, кто отказался от дорогой одежды, имея возможность приобрести ее из скромности по отношению к Всевышнему Аллаху, того Всевышний Аллах призовет в судный день в присутствии всех творений, предложит ему выбрать из одеяний веры, которое он пожелает. Хадис приводит имам Тирмизи. Неужели эта одежда не лучше ему в судный день, то, что Аллах ему предложит перед всеми творениями, потому что он отказался ради Аллаха от дорогой одежды. Абу Осман передает: Умар, ради Аллаха, написал нам: остерегайтесь роскоши, сказал, одежды многобожников остерегайтесь, и ношение шелка, он сказал, ибо поистине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил нам носить шелк. Для мужчин запрещено. Муслим передал этот хадис. Абу Умама передает нам, ради Аллаху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: о сын Адама, поистине отдавать излишки благо для тебя, отдавать то, что излишнее, благо для тебя, а удерживать их зло для тебя. Ты не заслуживаешь порицания за жизнь в достатке. То есть ты не заслуживаешь порицания за жизнь в достатке. Начинай же с тех, кто находится на твоем содержании. И та рука, что сверху, лучше той, что снизу. То есть дающая рука лучше, чем берущая. Баракаллаху фикум. Хадис приводит имам Муслим. 7 теперь. Сейчас заканчиваем. Хороший способ борьбы с роскошеством — разделять трапезу. Разделять свое богатство, разделять свою трапезу, чтобы ты не был из тех, кто роскошествуется и также не забавляется страстями. Дели свою трапезу с другими людьми. Баракаллаху фикум. Хороший способ борьбы с роскошеством — разделять трапезу с бедными людьми. Ибн Аббас приводит, ради Аллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к источнику и попросил напоить его. Аль-Аббас сказал: о Фадль, сходи к матери и принеси от нее напиток для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Напои меня. Он сказал: о посланник Аллаха, они опускают руки в эту воду. Представляете, опускает в эту воду свои руки, он сказал. Но он снова сказал, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, еще говорит ему: напои меня с этой воды. И он попил этой воды. Представляете? Простую воду, которую люди опускают туда руки свои. Хадис передается Бухари. Аль-Аббас, есть вода, допустим, свежая, кто руки вообще не опускал туда. Есть другая вода, свежая и не свежая. И так дальше. Аббас хотел принести посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, воды, в которой никто не опускал руки, однако он отказался и настоял на том, чтобы попить вместе с остальными простую воду, остальными людьми. Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: если меня пригласят отведать ногу или лопатку, я приму приглашение. И если мне подарят ногу или лопатку, я приму подарок, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе Бухари. То есть, если мне подарят часть туши, на которой совсем мало мяса или вовсе нет мяса, я приму
Этот подарок, он сказал. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не кушал милостыню, но он брал подарки. Поэтому говорится, это некоторые способы борьбы с роскошеством. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, если ему принесли бы кость даже от лопатки или из ноги, кость даже если ему принесли, то он это даже принял бы от, как говорится, скромности, от своей скромности, набожности. Он принял бы, если даже это был подарком. Это некоторые способы борьбы с роскошеством, которое получило широкое распространение в наше время. Мы видим, как распространяется, роскошь распространяется. Люди с ума сходят по роскоши. Мы должны использовать эти средства, особенно когда воспитываем наших детей, потому что они наше будущее. И если они будут изнеженными и бездеятельными, то нас ждет мрачное будущее, если только Аллах не помилует нас, дорогие братья и сестры. На этом закончим. Иншаллах, в следующем будем рассказывать заключение этого всего. Если у вас есть вопросы, спрашивайте.